Слово предоставляется председательствующему первому заместителю председателя Государственного собрания Иль-Тюмен Республики Саха-Якутия Александру Николаевичу Жиркову. Уважаемые коллеги, слышимость хорошая, всем слышно. Мы собрались издалека, так что я крайне заинтересован, чтобы мой голос был слышен для всех. И для Европы, и для Америки, и для Африки, и Австралии тоже. Слышно всем? Уважаемый глава нашей республики, уважаемый первый президент Республики Саха-Якутия, уважаемая Светлана Константиновна, наша республика стала родиной для многих народов в течение столетий, заселявших суровый Ленский край. Каждый из этих народов внес свой вклад в освоение ее громадных просторов, социально-экономическое, хозяйственное и культурное развитие нашей республики. Нас связывает общая судьба и общая привязанность к нашей северной родине. Мы якутяне, мы все вместе дорожим и оберегаем историю и культуру, традиции и обряды каждого народа, который проживает в Республике Саха-Якутия. Мы вместе все любим нашу родную республику и нашу огромную страну, Российскую Федерацию. Вот эти устои объединяют нашу родину и народы нашей республики, якутян, всех вместе. Жизнь продолжается, и растет число якутян, хотя мы пока относимся к числу не очень многочисленных народов нашей страны, да и в мире. Растет число якутян и растет число тех, кто проживает за пределами нашей республики и нашей страны. Все они сохраняют добрую память о республике Саха-Якутия. И здесь, в республике, их тоже помнят, уважают и чтят. Здесь прошли лучшие годы многих из этих людей, которые ныне проживают за ее пределами. И вместе с этим за пределы Якутии в последнее время выезжает все больше и наших земляков, студентов, молодых людей, да и пожилых людей тоже, которые
потихоньку, но достаточно стабильно и последовательно осваивают другие территории, другие страны, государства и, в общем-то, находят там для себя достаточно комфортные условия для проживания. Но многие из них не хотят перерывать связи со своей родиной, со своими корнями, стараются и за пределами нашей страны в других условиях сохранить свою национальную самобытность, свой язык прежде всего, свою культуру. И, в общем-то, есть среди них и такие люди, которые хотят, искренне желают, стремятся, да и делают очень многое для того, чтобы другой мир, соседние и дальние государства, народы получили лучшее представление о Якутии, об их исторической родине. Они в этом плане выступают такими культурными поспредами, полномочными представителями своего народа в этих странах. Ведут очень активную общественную деятельность, направленную на расширение познания другими народами жизни, сведений, жизни и чаяний якутского народа. Это очень похвально. Похвально. С другой стороны, со своей стороны, Республика Саха-Якутия не желает, чтобы и старается помочь каждому, кто хочет найти точку опоры для себя, находясь на отдалении. И вот это встречное движение, желание самих наших земляков, якутян, которые по тем или иным причинам выехали за пределы нашей страны, но не хотят перерывать связь с Родиной, и встречное желание нашей республики помочь им там лучше освоиться, помочь им не растерять свои корни и истоки. Вот это и стало побудительным мотивом для создания нынешнего нашего форума. Вот побудительные мотивы. Они предельно понятны, предельно всем ясны и, в общем-то, встречают поддержку и с той, и с этой стороны. Так что сегодня мы на таком очень примечательном мероприятии, где мы хотим уже официально подтвердить, что да, у нас в республике создается форум соотечественников, которая имеет главной целью, чтобы мы не растеряли свои связи, исконные, кровные связи, чтобы люди помнили о своей родине, и чтобы Родина помнила о них. Вот с таким кратким вступительным словом я бы хотел объявить об открытии организационного заседания, посвященного учреждению форума соотечественников в Республике Саха-Якутия. Спасибо. Мне поручили быть модератором. Это очень такое звучное слово. Я понимаю, что это мне дали
возможность быть сегодня ведущим нашего этого заседания. Ну, это очень почетно, между прочим. Коллеги, первым я бы хотел предоставить слово. Вообще инициатива о создании форума соотечественников, она исходила от наших руководителей. Вот присутствует сегодня наш первый президент Михаил Ефимович Николаев. Вот. Он один из инициаторов создания форума соотечественников. Присутствует сегодня глава нашей республики Айсен Сергеевич Николаев. Вот. Один из инициаторов создания форума соотечественников. Ну и ваш покорный слуга. Вот. Импульсы шли давно, но вот потребность создать организационную форму, она уже, вот, она выходит уже на уровень такого официального признания. Слово имеет глава нашей республики Айсен Сергеевич Николаев. Өтіктавыллах Саха Республикатын бастығы президенті Михаил Ефимович, Уваставыллах президиум, Рахтан Чувастан кәлбет Саха реттен түріттәқ бір дөйділақтар бұд, күнді доғыттыр, бұқа барығытын бүйінгі үріләқ көйінен. Саха реттен түріттәқ Джон Херге бастықы мұнияқтарынан, Жокускай қораққа итетік естеніне кәғарділі бін көңілі. Дорогой наш первый президент Михаил Ефимович, уважаемый президиум, дорогие наши соотечественники, друзья, я рад приветствовать вас всех здесь, на родной нашей земле, в Якутии. Приветствую соотечественников, многие из которых, как мне сейчас сказали, они присоединились к нам онлайн. Я искренне благодарю вас всех, тех, кто откликнулся на наш призыв, еще больше укрепить связи со своей родной республикой, со своей землей, представляя ее на разных континентах, в разных странах и регионах. Символично, что форум соотечественников проходит в благословенные дни Исеха. Наш древний праздник всегда провозглашает дружелюбие, взаимопонимание, единение как основу счастья и благополучия всего общества. Я также очень считаю знаковым, что форум проводится в рамках мероприятий, посвященных столетию образования Якутской автономной Советской Социалистической Республики. Вся вековая история республики – это история поколений якутян, которые сплотились вокруг общих ценностей развития Якутии, стремления к образованию, к высокой культуре. Это история поколений, которых сплотило уважение и любовь к нашей родине, суровой по климату, но такой теплой и притягательной по своей душе. Наша республика всегда провозглашала открытость, широту экономических, культурных связей одним из своих приоритетов. Под руководством первого президента республики Михаила Ефимовича Николаева Якутия выступила инициатором развития международного сотрудничества, в том числе на площадках ООН, ЮНЕСКО, Арктического совета, Северного форума. Неоспоримым вкладом в позиционирование Якутии, да и всей, наверное, нашей России в мире спорта стали такие признанные проекты, как Международные игры «Дети Азии», крупные научные, образовательные, культурные проекты. Огромное развитие получила народная дипломатия, творческие и общественные связи с сообществами во всем мире. Уверен, что наши соотечественники, живущие в разных странах, в разных регионах, всегда поддерживали и будут поддерживать наши инициативы. Я уверен также, что историческая дата республики должна стать объединяющим началом для всех, кто считает Якутию родной. Укрепляя связь с соотечественниками, мы сможем шире продвигать знания о республике, о наших ценностях. Нам важно с участием якутян, которые живут за границей, в других регионах, но не теряют связь с родиной,
налаживать культурные, научные, образовательные контакты. Важно идти навстречу соотечественникам, которые готовы делиться своим успешным опытом, передовыми компетенциями, интересными технологиями. Рад, что первый форум соотечественников проходит не только как презентационное мероприятие, а действительно становится площадкой для обсуждения конкретных, нужных для республики проектов. Очень важно, что итогом форума станут конкретные предложения и идеи, которые сделают нашу общую работу более продуктивной. Безусловно, республика оказывала и будет оказывать поддержку национально-культурным объединениям, направленных на консолидацию якутян за рубежом, поддерживать проекты по продвижению достижений культуры Якутии в мире. Замечательно, что вы, наши земляки, во многих странах мира празднуете наш национальный праздник ИСЭХ. Ведь это не только возможность общения, это на самом деле большой вклад в культурное присутствие Якутии, да и всей нашей России в международном сообществе. Я думаю, что именно культурная дипломатия формирует образ нашей республики в мире, привлекая внимание к нашим ценностям, и мы будем всецело поддерживать такие инициативы. Считаю очень важным вклад соотечественников в популяризации научно-образовательных, творческих проектов республики. Например, таких как проект Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова и правительства республики «Цифровизация языкового и культурного наследия коренных народов Арктики». Цель этого проекта – создание международного мультикультурного интернет-портала по языкам и культурному наследию коренных народов Арктики. Сейчас, как вы знаете, большую ставку мы делаем на развитие креативных индустрий. В Якутске сейчас создается первый на Дальнем Востоке, один из самых больших в стране креативных кластеров, кластер «Квартал труда». И в популяризации, и в продвижении в мире креативного продукта, его будущих резидентов, тоже большое значение будет иметь культурная дипломатия. Интерес наших соотечественников в разных странах. Есть такие уже действующие бизнес-проекты, например, маркетплейс товаров под единым брендом «Сделано в Якутии», создаются новые туристические маршруты разной направленности. Словом, на мой взгляд, есть множество направлений, множество проектов, для развития которых нужна консолидация всех людей, которым важно, чем живет республика, какие цели ставит перед собой, как строить свое будущее. Я так хотел бы сформулировать цель, к которой мы движемся. Это восприятие и создание Новой Якутии как центра притяжения талантов и знаний, центра новых технологий, новых производств, восприятие и реализация нашей республики, плана по ее превращению в место для самореализации каждого человека. Достижение этой важной цели нужно участие всех, кто связан с Якутией, кто был связан с Якутией, всех, кому дорога наша родная республика. Дорогие друзья, в наше время расстояния и границы, даже в самое непростое время, как мы сейчас доказали, не являются преградой для общения. И я очень надеюсь, что первый форум соотечественников еще больше сплотит нас всех якутян, откроет новые возможности для всех наших земляков, выходцев из Якутии, участвовать в ее жизни, ощущая неразрывную связь и поддержку своей родной земли. От всей души желаю вам всем счастья и благополучия. Уверен, что благословенные дни ИСЭХа, а я уверен, что вы все, в том числе и послезавтра, будете на нашем знаменитом ИСЭХе Туймада, конечно же, одарит вас всех светлой энергией, радостью на многие-многие месяцы. Спасибо вам, больших успехов нашему форуму. Так, диктор, включайте микрофон. Подойди сюда. Начинаем торжественную церемонию вручения наград Республики Саха-Якутия за значительный вклад в укрепление мира и дружбы, развитие культуры, активную деятельность по сближению и взаимообогащению межнациональных культур, вручить юбилейный знак Республики Саха-Якутия «100 лет Якутской ССР» Кулаковской Велисавлевич Ларисе Рясовне,
представителю саха-диаспоры в Республике Сербия. Вручить юбилейный знак Республики Саха-Якутия 100 лет Якутской ССР Лазареву Анатолию Петровичу, председателю Совета Саха-диаспоры, руководителю Саха-канадской диаспоры. Вручить юбилейный знак Республики Саха-Якутия 100 лет Якутской ССР Сонги Василине Васильевне, организатору общественных проектов по линии народной дипломатии. Глава Республики Саха-Якутия Айсен Николаев. Уважаемые коллеги, Лариса Риасовна, Анатолий Петрович, Василина Васильевна, давайте мы всех вас еще раз поздравим с этой высокой наградой Родины. Коллеги, слово предоставляется первому президенту Республики Саха-Якутия Михаилу Ефимовичу Николаеву. Микрофон. Есть. Вот мы впервые встречаемся вот столетие нашей республики, как одна семья, как сказано в народных сказаниях, на большую тюгельге. Мы ждали этот день давно. Возрождая республику, безусловно, мы думали о будущем, что наши дети, внуки будут населять не только нашу республику, но выедут за пределы республики. Что наглядно видно сегодня. Вот недавно я смотрел сайт «Русский мир», где опубликована очень красивая фотография о нашем национальном празднике Исых. И там сказаны такие проникновенные слова. Это душа народа Саха, воплощенная в празднике Исых. В связи с этим я хотел бы сказать, что мы слабо пользуемся услугами русского мира. Ведь мы являемся россиянами. Сегодня проблема русского мира стоит очень остро, с таким расчетом, что мы именно через народную дипломатию, через своих посланцев, через своих студентов, обучающих в зарубежных вузах и так далее, даже проживающие в тех или иных странах, мы должны быть большими патриотами. Я предложил бы, что в русском мире мы вошли как сегмент, который тоже является россиянами, тоже живут в
жизнью России, тоже пропагандирует наши достижения за рубежом, тоже самое в целом русский мир. Поэтому я хотел бы в нашей резолюции включить специальным пунктом, что мы вошли в эту установившуюся мощную организацию русского мира за рубежом, как составная часть этой организации. Это во-первых. Во-вторых, когда мы отправляли первый раз своих ребят на поступление в высшее учебное заведение за рубежом, подготовка в целом по кадру, ведь мы начали с того, что нам нужно. Посудите сами, мы 30 лет тому назад не видели, якутяне, что такое алмаз. Когда стали собственниками, перед нами стояла большая задача. А как войти в алмазный мир? Практически республик никто не знал, что это значит. И вот тогда первые ребята, которых мы направляли, обучались на базе Дебирца в Лондоне и стали великолепными менеджерами алмазной промышленности, которые сегодня здравствуют, и Якутия принимает непосредственное участие в виде производства бриллиантов, ювелирных изделий и так далее. Одна вывеска ЭПЛ, которая разукрашивает московские бриллиантовые магазины, ЭПЛ, это бренд Якутии. Все знают, что это якутские алмазы. Все знают, что это мастера, сделаны в Якутии. Приятно? Конечно, приятно. Далее, когда мы цирк еще строили, мы по договоренности с руководством, высшим руководством Китайской Народной Республики направили ребят для будущего циркового искусства обучать. Если память не ошибаюсь, до сегодняшнего дня ребята учатся. То есть 6-й или 7-й поток. Ребята организованно с младших классов выезжают туда, обучаются. И мы создали все условия, чтобы они чувствовали, что якутяне, они возвращаются в Якутию родную. Создали все условия, вплоть до обеспечения преподавателями, поскольку общеобразовательные предметы мы вели тогда в посольской школе, а там не хватало предмета якутского языка, и отсюда мы отправляли нашим ребятам преподавателей. Вот так мы развивали, первоначально закладывали фундамент именно создания нашей диаспоры и наши ребята, чтобы там чувствовали вольготно. Продолжая эти традиции, вот ребята много делают, которые, возможно, в обобщенном виде еще докладе не делали. Это, например, вот я хорошо знаю выпускницу нашей Актемской средней школы, которая окончила золотой медалью эту школу, потом Бауманку закончила, потом она вошла в банковской системе Германии, а с Германии попала в большой компании, еще большой компании Англии. И она от всего сердца, желая развития таланта в родной школе, ежегодно установила стипендию от 30
до 40 ребятам, отличникам всех классов этой школы. Это великолепный пример. Далее я хотел бы сказать, что в прошлом году, когда наша республика охватила стихийное бедствие, нашлись люди, которые добровольно собирали ранцы для потушения этих пожаров в нашей республике. И тысячами ранцев отправляли Китайской Народной Республике. Я могу привести еще несколько примеров, которые характеризуют патриотизм наших ребят. Они даже при больших санкциях умудряются найти выходы, помогать и устанавливать связи со своей республикой. Поэтому такой метод, обоюдная и помощь ребятам, проживающим за рубежом, и помощь ребят из-за рубежа своей республики, пусть своим родным, близким, во всех отношениях помогает и друг друга не забывает. Вот что я хотел бы сказать, что обоюдная с обеих сторон связь была крепка, с каждым годом укреплялась. Я убежден в этом, что мы еще найдем новые формы работы, чтобы это движение развивалось у нас вширь. Спасибо. Спасибо, Михаил Ефимович. Михаил Ефимович, большое спасибо. Коллеги, давайте еще раз поблагодарим нашего первого президента за его постоянное и неподдельное участие в судьбах родной республики и его народа. Большое спасибо. Коллеги, слово имеет председатель Совета Ассамблеи народов России, первый заместитель генерального секретаря, руководитель Генерального секретариата Ассамблеи народов Евразии Светлана Константиновна Смирнова. Глубоко уважаемый Арсений Сергеевич, глубоко уважаемый Михаил Ефимович, Александр Николаевич, Гаврил Витальевич, дорогие друзья, уважаемые коллеги, я искренне рада всех приветствовать от имени многонациональной семьи, дружной семьи Ассамблеи народов России и Ассамблеи народов Евразии. И, конечно, прежде всего поздравляю всех жителей Якутии, всех якутян со столетием Якутской автономной Советской Социалистической Республики. С праздником! Мы действительно видим, как развивается республика, радуемся ее успехам. И вот эта священная земля Аланхо является во многом для нас примером для российских регионов. Михаил Ефимович уже сегодня говорил о подготовке национальных кадров. Я помню, когда еще работала в Удмуртской республике,
возглавляя комитет по делам национальностей, нам дали разработать систему подготовки национальных кадров в Удмуртии. И, конечно же, наши взоры тогда устремились именно сюда, в Республику Саха-Якутия, потому что именно здесь, в Якутии, в то время уже была создана система подготовки национальных кадров. Мы видели, как Якутия активно направляет своих молодых людей учиться в ведущие вузы Российской Федерации и за рубеж для того, чтобы развивать экономику Якутии, развивать социально-культурное развитие всех народов, которые проживают здесь, в Республике Саха-Якутия. Сегодня проходит первый форум соотечественников якутян. Это очень важное событие, тем более, что в условиях тогда, когда наша страна находится под санкциями, и, казалось бы, весь мир ополчился против России. Но на самом деле это далеко не так. Потому что мы видим, как по всему миру идут демонстрации, митинги в поддержку России. Мы видим, как народы разных стран мира хотят дружить с народами России. Буквально недавно, 3 июня, в Москве мы провели Международный форум народной дипломатии, который был посвящен 5-летию Международного союза неправительственных организаций Ассамблея народов Евразии. Казалось бы, даже в этих условиях, но в работе Международного форума народной дипломатии приняли участие представители неправительственных организаций из более 50 стран. Это не только страны Азии, но это были представители и европейских стран, Австрии, Германии, Франции, Швейцарии, Сербии, Болгарии, страны Ближнего Востока. И, как сказал наш генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей Юрьевич Белянинов, что в нашей редакции Большая Евразия – это не только евразийский континент, но что сегодня в нашу редакцию Большой Евразии входят страны Ближнего Востока, страны Африки, страны Латинской Америки, потому что все они были представлены на форуме. Буквально на этой неделе к нам обратилась организация из Австралии, тоже с предложением работать вместе с Ассамблеей народов Евразии. Таким образом, мы видим, как все больше и больше людей хотят общаться, дружить, реализовывать различные проекты. У нас есть такой проект «Евразийские мосты дружбы». И вот в январе прошлого года, по-моему, в январе это было, открывал этот проект «Евразийские мосты дружбы». Именно открывала Республика Саха-Якутия. Дом дружбы имени Кулаковского, Антонина Николаевна находится здесь. И тогда как раз они собрали в онлайн-режиме представителей якутян со всего мира. Там были представители почти, по-моему, более 20 стран мира были представлены в этом онлайн-марафоне в презентации проектов Дома дружбы имени Кулаковского. Вообще могу сказать, что у нас тесные связи и с Министерством по народам Республики Саха-Якутия, и с Домом дружбы. И вообще республика очень активно принимает участие во всех проводимых мероприятиях как Ассамблея народов России, так и Ассамблея народов Евразии. И действительно, сегодня народная дипломатия играет чрезвычайно важную роль. Там, где не могут договориться руководители стран, там, где невозможно, исходя из каких-то политической конъюнктуры, народы находят общий язык. Потому что от сердца к сердцу, глаза в глаза мы начинаем лучше понимать друг друга. Не случайно наш девиз «От доверия людей к доверию народов, к доверию государств». И в том числе от доверия людей к доверию экономик. Все основывается на доверии. Когда есть доверие между людьми, и отношения хорошие, и бизнес развивается, и, соответственно, развиваются страны. Поэтому я искренне благодарю руководство Республики Саха-Якутия за такую инициативу, что вы собираете весь мир. И действительно, я думаю, что таким образом нужно, чтобы все регионы нашей
России собирали своих соотечественников по всему миру, потому что сегодня наши соотечественники являются этими послами России, народными послами, народными дипломатами. И, пользуясь случаем, хочу сказать, что в июле месяце будет дан старт первому международному конкурсу «Лидер народной дипломатии». Конкурс, в котором могут принять участие не только граждане Российской Федерации, но и наши соотечественники из разных стран мира и граждане иностранных государств, которые знают русский язык, почитают русскую культуру и готовы присоединиться к великому русскому миру. Спасибо большое, уважаемые коллеги. С праздником я вас поздравляю искренне со столетием и с таким важным событием, первым форумом соотечественников якутян. Спасибо. Спасибо, Светлана Константиновна. Без малого 20 государств, вот, которых представляют наши соотечественники, вливается уже в ряды вот, ассамблеи. И ассамблея, видимо, уже скоро нужно будет думать о расширении географии. Да. Я забыла сказать, что 15 лет назад именно здесь, в Якутии, Михаил Ефимович, помните, мы проводили Конгресс народов России. Он был посвящен 385-летию вхождения Якутии в состав российского государства и проходил 4-й съезд Ассамблеи народов России. Тогда мы впервые побывали на этом прекрасном, грандиозном празднике Исах. Мы, все наши делегаты со всей страны, и были зарубежные гости, были просто поражены величием этого праздника. И правильно вот Михаил Ефимович, по-моему, сказал, что Исах – это душа народа, да, то есть воплощение души народа. Это просто те, кто еще не был, вот, и надо там обязательно побывать. Просто всем рекомендую. Спасибо вам большое. Спасибо, Светлана Константиновна, за ваше постоянство и за ваше вот такое доброе отношение к нашей республике. Она частый гость в нашей республике, она хранит тайную любовь к нашей республике. Вот. Спасибо, Светлана Константиновна. Коллеги, поступило приветствие от директора департамента по работе с соотечественниками за рубежом Министерства иностранных дел Российской Федерации, ответственного секретаря правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом Александра Беюковича Нуризаде. Прошу зачитать. От имени правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом Департамента по работе с соотечественниками за рубежом Министерства иностранных дел России сердечно приветствую организаторов и участников первого форума соотечественников якутян. Правительственная комиссия по делам соотечественников за рубежом придает большое значение укреплению взаимодействия субъектов Российской Федерации с зарубежными российскими общинами, оказывает содействие в реализации их инициатив. Отличительной чертой российской диаспоры остается многонациональный и многоконфессиональный характер, поэтому важно и далее развивать их единство в многообразии, углублять диалог между отдельными национальными группами, связи с координационными структурами организаций российских соотечественников. Ведь именно они законодательно наделены функцией по представительству интересов соотечественников в органах государственной власти Российской Федерации, является неотъемлемой частью оргструктуры соотечественного движения и в силу своей инклюзивности играют роль флагмана консолидации. Весьма символично, что этот форум проходит в год столетия образования Якутской ССР. Правительство Республики Саха-Якутия вносит достойный вклад в общие усилия по поддержке российских общин, популяризацию русского и якутского языков, достижений отечественной культуры и российского образования,
сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне и противодействие попыткам ее фальсификации. Важно, что эта столь востребованная деятельность находит поддержку у якутян, проживающих в зарубежных странах. Уверен, что состоявшиеся в рамках форума содержательные дискуссии будут способствовать эффективному решению стоящих перед соотечественниками вопросов, появлению новых совместных проектов в целях дальнейшего развития Российской Федерации и Республики Саха-Якутия. Желаю вам успешной, плодотворной работы и всего самого доброго. Спасибо. Коллеги, вы, наверное, почти все уже знаете, что по приглашению главы нашей республики Айсена Сергеевича Николаева и по обоюдному согласию Рустам Нургалиевич Миниханов, президент Республики Татарстан, собирается посетить нашу республику буквально в эти дни с большой делегацией. Будут проводиться дни Татарской республики в республике Саха-Якутия. Мы с большой радостью ждем эту делегацию этого родственного нам народа и собираемся, в общем-то, достойно их встретить. Сегодня здесь присутствует председатель Национального совета Всемирного конгресса татар, заместитель премьер-министра Республики Татарстан Василий Габдельгаязович Шайхразиев. Пожалуйста. Hürmetli millettaşlar, hürmetli туғаннар, hürmetli жетекшілер, ихлас көңілден бұл форумда қатнашуыма мен бек шатмын, һәм һәр бірігізні бүгінгі ұшырашу білән тәбриклейм һәм уңышлы эшләр телим. Многоуважаемый Айсен Сергеевич, глубоко уважаемый Гавриил Витальевич, многоуважаемая Светлана наша, уважаемый президиум, дорогие наши друзья, от имени правительства Республики Татарстан, от имени Всемирного конгресса Татарстан сердечно приветствую всех делегатов первого форума «Соотечественник якутян» и желаю всем плодотворной работы. Вы знаете, сейчас в Российской Федерации идет парад столетия субъектов Российской Федерации. И нам тоже очень приятно было, когда в 1920 году, несмотря на ковид, часть праздника мы перенесли на 2021 год, тоже очень достойно подготовились, посмотрели нашу всю историю, наших руководителей, народов, которые работают, субъектов России в мировом плане и на очень высоком уровне отметили наш праздник. Но, как бы там ни было, изюминкой и одной из самых красивых моментов нашего праздника это была делегация Республики Саха-Якутия во главе Айсен Сергеевичем, который практически неделю с большой представительной делегацией приехали совместного форума, конференции, встречи, праздники, съезды. И по сей день вся республика с добрым словом это вспоминает и говорит вам огромное спасибо за братскую, дружескую такую поддержку и участие в празднике. И у нас, поверьте, не было другого, хотя в планах было запланировано, приехать сюда и в честь столетия образования Республики Саха-Якутия представительной делегации быть на всех этих праздниках. И в самом деле, говорим, когда представительные говорим, это 380 руководителей, бизнесменов, организаторов, ученых, писателей,
будут находиться в эти дни в вашей прекрасной республике. И, само собой, постараемся быть участниками этого праздника, и чтобы вот эти форумы между муниципалитетами, между бизнесменами, между правительствами не только говорили о вчерашнем, о сегодняшнем дне, а это уже очень большое заложение основ нашей дружбы, совместной работы на ближайшие, пусть будет 100 лет, чтобы через 100 лет, когда будут поднимать наши документы архивные, сказали, вот смотрите, как это все было здорово. Но вчера, когда мы приехали, уважаемые коллеги, первая часть делегации, 200 человек, мы прямо с аэропорта поехали к месту митинга, памяти. Все прекрасно понимают, что 22 июня 1941 года вероломно, без объявления войны, фашистская Германия напала на Советский Союз. Ценой почти 28 миллионов жизней, тысячами разрушенных городов, сел, несостоявшихся семей, нерожденных детей, сколько раненых убито, мы 9 мая 1945 года праздновали Великую Победу. И с этого момента практически многие страны, которые рядом были с Советским Союзом, старались переписывать нашу историю, украсть нашу победу. Вот эти практически с 1945 года мы всегда говорим, это наша общая победа. Это победа советского солдата. 15 союзных республик, независим украинец, Беларусь, якут, татар, башкирин, все вместе, рука об руку, фронт, тыл, подполье, партизанские движения. Все это вместе было, уважаемые коллеги, мы это знаем. И вот когда сегодня наш национальный лидер, президент Российской Федерации Владимир Владимирович говорит, сегодняшнему поколению выпала доля возвращать и укреплять Россию, это тогда еще было заложено со стороны недружеских стран. Как сделать, чтобы нас развалить? Как сделать, чтобы братские республики, страны стали против друг друга? Народа не встает. Есть определенная кучка руководителей, которые этого очень сильно хотят. Вы знаете, почему я это говорю? Вот мы с этого начали. И сегодня, когда мы говорим «Великая Россия», по последней переписи 147 миллионов человек, более 190 национальностей жили в мире, в дружбе. Мы хотели, чтобы нас всегда признавали, мы хотели всегда нас, чтобы уважали. И мы ответно всем этим и делали, старались. Но некоторые страны нас не поняли. Но когда мы говорим о сегодняшней теме, мне в самом деле очень приятно, что особенно, когда в Российской Федерации вопрос встает единение, воплощение вокруг нашего национального лидера, такие форумы, такие единения, которые идут не только внутри Российской Федерации, за пределами, очень важны. Вот абсолютно правильно было сказано, когда уже это шло, и вот сегодня первый форум. Я от души рад. Если вспомнить историю татарского народа, в 1992 году, то есть 30 лет назад, решением первого президента Ментимира Шариповича был создан Всемирный конгресс татар. Мы в этом году в августе отмечаем 30-летие и проводим 8-й съезд Всемирного конгресса татар. Более 8 татар по всему миру, и задача Всемирного конгресса татар объединять, поддерживать, вести, входить, поощрять, собирать, обучать, потому что мы знаем свою историю и хотим, чтобы наши дети, наши внуки, наши правнуки гордились своей нацией. Мы делаем, дорогие братья, общее дело. Но в то же время, когда говорим о нашем опыте, это 45 стран, 460 диаспор, автономии, центров и центр управления сегодня, конечно, в Казани. Нам особенно приятно, когда в том году на 7-м форуме соотечественников министр иностранных дел господин Лавров сказал всему форуму, что Всемирный конгресс татар за пределами Российской Федерации является мягкой силой России. И поэтому, когда мы, якутяне, татары, русские, башкиры, внутри России, через наши автономии, через наши центры ведем единую работу, за пределами Российской Федерации у нас одна страна – Россия, у нас один язык – русский, и поэтому Министерство иностранных дел в лице их представительств, Россотрудничество, значит, в лице их представительств полностью работает в взаимоотношениях в нашем мире, в дружбе и в понимании.
Сегодня татарский Сабантуй стал уже центром дипломатии для всего мира. От Австралии до Канады, Америки, Турции, Японии везде проходит. И туда все приходят и общаются. И поэтому, конечно, это для нас, для сегодняшней России, это здорово. То, что сегодня первый форум. И уже она начинается в вручении наград столетия Саха-Якутии нашим представителям, руководителям, которые эту работу ведут в других странах. А видя, кто вышел, из какой страны, мы знаем, они в каком списке. И поэтому, несмотря на это, уважаемые коллеги, татары, якуты, русские, все вместе, за пределами Российской Федерации, мы славим нашу Россию. Внутри себя его делаем еще крепче, еще дружнее. И поэтому первому форуму я желаю только успехов. Если что, братский татарский народ рядом всегда с вами, поддержим, поможем, всегда сделаем. Но и от души, уважаемый Айсен Сергеевич, приглашаю официальную делегацию, как председатель Национального совета Всемирного конгресса татар. У нас 4 дня будет съезд. Я приглашаю представительную делегацию соотечественников якутян на наш съезд. И уверен, если к этому моменту организационные формы будут уже сделаны, с удовольствием Всемирный конгресс татар и форум соотечественников якутян подпишут договор о братской взаимопомощи и совместной нашей работы во имя укрепления нашей единой, сильной России. Удачи всем! Василий Александр Николаевич. Габ... Александр Николаевич. Да, пожалуйста, Айсен Сергеевич. Друзья, я очень рад был сейчас присутствовать на форуме. Все очень интересные предложения. Уверен, что мы еще будем встречаться, обсуждать. Просто сейчас, буквально через 20 минут, открывается чемпионат мира по масс-рестлингу. Понятно, что без меня он не может быть открыт, поэтому прошу меня отпустить. Большое спасибо всем. Успехов. Айсен Сергеевич передаст привет участникам международных соревнований от имени форума соотечественников и пожелает победы команде Якутии. Вот так. Василий Габдельгаясович, очень цельное, хорошее выступление. Вам спасибо. И, в общем-то, мы тоже рассчитываем на совместную работу с вами, на согласованную. И то, что вы предлагаете, в общем-то, эту работу начать оперативно, без больших подготовительных этапов, бесчисленных, это нам импонирует. Большое спасибо. Коллеги, у нас за пределами Российской Федерации в нескольких странах уже созданы свои ассоциации, диаспоры и так далее. И одна из этих диаспор называется Саха-канадская диаспора. Председателем Совета Саха-диаспоры является и руководителем Саха-канадской диаспоры является Анатолий Петрович Лазарев. Пожалуйста, Анатолий Петрович, мы вас приглашаем к трибуне. Добрый день, уважаемый Михаил Ефимович. Добрый день, уважаемый Александр Николаевич. Добрый день, участники первого форума и гости первого форума соотечественников. Спасибо за предоставленную мне возможность выступить на этом очень важном для нас, зарубежных якутян, первом форуме соотечественников, который проводится в рамках празднования столетия родной республики. История миграции у народа Саха пока недостаточно изучена. Но достоверно известно, что первые эмигранты народа Саха оставили себе только хорошие воспоминания в странах проживания, стали уважаемыми гражданами. Основная эмиграция из республики пришлась на конец 20-го, начало 21 века. За последние 10-15 лет сравнительно много наших земляков осели жить за границей, за пределами России.
На сегодня якутяне живут на всех континентах нашей планеты. Кто-то поехал учиться и остался, кто-то нашел свою вторую половину, а кто-то просто решил попробовать пожить и поработать за рубежом. Нашим землякам свойственна высокая способность к быстрой адаптации к новому месту жительства и новым условиям работы в другой стране. Это и неудивительно, потому что у нас в Якутии мы с детства закаляемся. Зимой лютыми морозами, а летом изнуряющей жарой, сказать, африканской жарой. Наших земляков, проживающих за рубежом, отличает от других эмигрантов высокая устойчивость к разного рода жизненным ситуациям и упорство в достижении своей цели. Недаром говорят «саханёй, отосенёй». Якут упрям, а сын его еще упрямее. Все эти качества позволяют нашим землякам не затеряться в общей массе мигрантов и сохранить свою самобытность. Наши земляки работают в различных отраслях общества. У нас есть ученые, врачи, специалисты, IT-технологии, финансисты, инженеры и многие другие специалисты. Среди наших земляков есть бизнесмены, в том числе и те, кто хочет продвигать местные якутские бренды за границей. Есть идея создания якутских торговых домов за границей. Я думаю, что, будучи патриотами Родины, наши земляки готовы помогать республике, несмотря на все изменения внешних условий и в любых ситуациях. Мы в постоянной и близкой связи с республикой. Благодаря современным средствам связи и частым поездкам на родину мы в курсе всех событий, происходящих дома. Я уверен, что наши земляки готовы вложить свои знания и опыт развития родной республики и развития народов Якутии. За границей наши земляки тянутся друг к другу, общие корни и культура позволяют понять друг друга лучше и подружиться. Таким образом складывается постоянный круг общения земляков, и на этой основе, на основе взаимной симпатии и дружбы образуется наше землячество. По странам, конечно, ситуация складывается по-разному, в зависимости от активности земляков. Думаю, что первое землячество якутян возникло в Латвии, когда выпускники якутяне после окончания Рижского института инженеров гражданской авиации оставались там работать. Первый нам известный ИГЭХ прошел в Риге еще в далеком 1964 году. Землячество в Турции образовалось в 1994 году, и в том же году был проведен первый ИГЭХ в Анкаре с якутским Тоюком и Гохаем. Землячество в Канаде образовалось официально в 2017 году, хотя ИГЭХ мы начали регулярно проводить с 2014 года. Также очень активны и дружны наши земляки в США, Китае и в других странах. Появляются активные земляки в Африке. Много делается якутянами по продвижению нашей культуры за рубежом. Например, уважаемый всеми Кюрегей Аргунова Александра Гаврилевна сделала и делает очень много для продвижения нашей культуры в Исландии. Там она основала Центр якутской культуры. Наша землячка в Англии Светлана Ивановна Егорова-Джонсон прикладывает много сил и энергии в продвижение якутских проектов в Англии и во всем мире. Например, в этом году в мае в Англии при активном содействии Светланы Ивановны успешно прошла презентация фильма «Тагындархан». Лариса Рясовна Кулаковская с масштабными проектами, охватывающими все виды деятельности народной дипломатии, такими как «Единый помыслах», ИГЭХ Европы 2010 года, переименованного в ИГЭХ мира, внесла новое в жизни якутской диаспоры. Также наши земляки, живущие за рубежом, помогают мастерам из Якутии восполнить потерянное за советское время знания, которыми обладали наши предки. Так, много исторических артефактов хранится за рубежом в антропологических коллекциях музеев стран мира, в том числе и в Америке. Наша землячка в США Вера Соловьева помогала мастерам из Якутии поработать с этими артефактами в хранилище музея в Нью-Йорке, снять копии старинной одежды, украшений, дизайна, в том числе из берестяных покрышек Могол-Урага, открытие которое состоялось в 2020 году в Татинском Улусе. Наши земляки, живущие за рубежом, не забывают свои корни, стараются всемирно поддерживать и укреплять связи с родной Якутией. Мы стараемся чтить нашу культуру, следовать нашим обычаям. Мы проводим наш ИГЭХ, соблюдая обычаи предков. Это особенно важно для наших детей, так как у детей рано или поздно начинается процесс самоопределения. Они начинают спрашивать о том, кто они такие и откуда они.
Участвуя на нашем ИГЭХе и на других мероприятиях, общаясь с нами, дети приобретают знания о происхождении своего народа и проникаются гордостью им. Хочу рассказать вам коротко об организации международной саха-диаспоры. До 2020 года якутяне, живущие в разных странах мира, общались в основном на площадке веб-сайта Saha Open World. В форумах веб-сайта Saha Open World, который действует с 2002 года, уже тогда земляки высказывали идеи об объединении зарубежных якутян. В 2017 году первый президент республики Михаил Ефимович Николаев во время встречи с турецким землячеством говорил о необходимости объединения земляков. Все начало меняться в 2020 году. В январе 2020 года идея об объединении якутян, проживающих за границей, прозвучала в обращении, подписанном Михаилом Ефимовичем Николаевым, Александром Николаевичем Жирковым и Александром Ивановичем Шубиным. В октябре того же года вышло распоряжение главы республики Арсения Сергеевича Николаева о проведении в 2022 году форума соотечественников, которое, несомненно, стало катализатором создания международной саха-диаспоры. Событием огромного значения для зарубежных якутян и для саха-диаспоры стало послание главы Якутии Арсения Сергеевича к Госсобранию Республики Иль-Тюмень в декабре 2020 года, где в том числе Ильдархан сказал: «Нам важно с участием якутян, которые живут за границей, за рубежом, но не хотят терять связи с Родиной, налаживать культурные, научные и образовательные контакты». На волне поддержки руководства республики с конца 2020 года энтузиасты-земляки, проживающие в разных странах мира, начали формирование международной саха-диаспоры. За это время мы разработали и после обсуждений приняли устав саха-диаспоры как общественной организации, избрали совет саха-диаспоры из 14 человек. У саха-диаспоры есть собственный гимн, созданный Мирой Юшкановой из Китая. Движущей силой объединения стали наши земляки: Лариса Рясно-Кулаковская из Сербии, Матрена Егорова из Турции, Вера Диалло из Сенегала, Марина Яковлева, Вероника Попова и Вера Соловьева из США, Галина Чуприна из Венгрии и Анатолий Лазарев из Канады. На сегодня у нашей международной саха-диаспоры есть веб-сайт Saha Open World, YouTube-канал. Подкасты выходят на всех платформах мира от Spotify до Амазона. На сегодня нам дали интервью уже около 100 интересных якутян из разных стран мира и разных сфер жизни. Всего работает 15 журналистов-энтузиастов, ведущих эфиры на якутском, русском и на английском языках. Организация и проведение первого форума соотечественников стало поворотным моментом в развитии саха-диаспоры и развитии отношений между республикой и зарубежными якутянами. Во время подготовки форума резко активизировалась деятельность саха-диаспоры. Появилось много активных зарубежных якутян, мы сильнее сплотились и ближе подружились, пусть и заочно. Мы благодарны за всемирную поддержку Министерства внешних связей и по делам народов республики во главе с Гаврилом Кириллиным. Большую помощь нам оказывают сотрудники министерства. Особенно хочется сказать большое спасибо руководителю отдела международного сотрудничества Никифоровой Айталине, которая напрямую с нами помогает решать все возникающие вопросы. Празднование столетнего юбилея республики имеет для саха-диаспоры огромное значение. Мы, пусть заочно на расстоянии, вовлечены во все праздничные мероприятия, проходящие в этом юбилейном году. Празднование столетнего юбилея родной республики для нас означает, что государственность республики стабильно развивается и неуклонно продолжается его социально-экономический рост. Все мы радостью видим, как строится, вводится жизнь социально значимые, социально важные объекты, как кардиоцентр, онкологический центр. В моем родном Вилюйске недавно ввели строй дворец культуры и вовсе строится современный медцентр. В заключение хотел бы сказать, что на сегодня саха-диаспора как общественная организация создана, действует и развивается. Мы находимся в начале пути. Думаю, пройдет определенное время, когда мы прочно станем на ноги, но я уверен, с поддержкой республики, с поддержкой якутян этот процесс пройдет быстрее. Я бы хотел подчеркнуть, что зарубежные якутяне всем своим сердцем и со всей своей душой, со своей родиной и его народом. Мы все желаем процветания нашей родной и любимой республики и готовы вложить свои знания и опыт в ее развитие. Времена могут меняться, но наша родина, Саха-Сира, ее народы будут дальше развиваться.
занимает достойное место среди всех народов мира. Еще раз поздравляю всех со столетием родной республики. Пусть Саха-Сира здравствует и процветает. Уруй Айхау. Анатолий Петрович, большое вам спасибо. Вы практически сделали экскурс в историю становления нашего форума, начиная уже с 60-х даже годов, когда стихийные землячества оформлялись в странах постсоветского пространства и сейчас получили свое дальнейшее развитие. Спасибо вам большое. Коллеги, слово имеет заместитель руководителя Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Игорь Поликарпович Ткач. Пожалуйста, Игорь Поликарпович. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, Михаил Ефимович, Светлана Константиновна, Александр Николаевич, прежде всего от имени Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы, от себя лично, хотел бы сердечно поприветствовать участников первого форума соотечественников якутян и поздравить всех якутян с юбилейным годом, столетием образования Якутской АССР. В свое время, приветствуя участников Всемирного конгресса соотечественников, президент России Владимир Путин подчеркнул, поддержка зарубежной диаспоры – это большая и сложная работа, которой мы намерены заниматься системно и последовательно. Цель первого форума соотечественников якутян – их объединение вокруг всестороннего развития Республики Саха-Якутия, продвижение интересов республики за ее границами. Известно, что Якутия заботится о сохранении культурных, национальных традиций своих соотечественников якутян, и вся программа форума говорит об этом. Забота о соотечественниках, постоянно проживающих в других странах, их поддержка, обеспечение их прав и возможности сохранять тесные связи с исторической родиной рассматривается российским государством и его столицей Москвой как одна из важнейших задач. Именно так, системно и последовательно, старается вести эту работу правительство Москвы. Я хочу напомнить, если, может, кто не знает, у Москвы единственного федерального образования, работа с соотечественниками за рубежом строится на основании программы города Москвы по поддержке соотечественникам за рубежом. В 2009 году был издан закон, принят закон города Москвы в поддержку соотечественников, и это позволяет городу Москве планировать бюджетные средства и регулярно отчитываться перед Московской Думой о работе с соотечественниками. Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы, начиная со второй половины прошлого года, проводит мероприятия с российскими регионами по обмену опытом поддержки соотечественникам за рубежом. Такие мероприятия были проведены уже в Белокурихе, на Алтае, Калининграде, Хабаровске, Владикавказе. Работа этих круглых столов, этих конференций показывает, что многие регионы России не только активно участвуют в уже существующих государственных программах по поддержке соотечественников, но и создают свои собственные, зачастую уникальные программы, таковы Алтай, Татарстан, Калининградская область, Карелия и многие другие регионы. Правительство Якутии развернуло активную работу с якутской диаспорой, направленную на изучение родного языка в иноязычной среде, распространение в молодежной среде соотечественников, знаний по истории Якутии, изучение традиций и достижений народов, населяющих ее. Такие программы полагают залог успешного будущего соработничества Республики Саха со своими зарубежными соотечественниками. Они плотно смыкаются с целью государственной программы по переселению, в том числе и выполнение которой позволит укрепить социально-экономическое и демографическое развитие республики. Поддерживая очаги русской культуры за рубежом, театры, фольклорные коллективы, библиотеки, у которых есть фонды русскоязычной литературы, содействуя организации художественных выставок, проводя мероприятия для ветеранов Великой Отечественной войны,
Мы вовлекаем все большее количество наших соотечественников во взаимодействие, направленное на консолидацию русского мира. Дорогие друзья, позвольте поздравить вас всех с открытием форума, пожелать успешной и плодотворной работы, ведь наши совместные усилия по поддержке соотечественников за рубежом направлены в итоге на благо России, на укрепление имиджа нашей страны за ее пределами. Спасибо большое. Игорь Поликарпович, вам большое спасибо. Действительно, Москва, правительство Москвы и парламент Москвы проводят целенаправленную работу в соответствии с принятой программой, где предусмотрена и бюджетная составляющая. Вот это существенный вопрос. Но москвичей за пределами России намного больше, чем якутян за пределами Российской Федерации, но что-то мы тоже должны перенять. Вот. Большое вам спасибо. Сейчас слово имеет председатель Президиума Координационного совета Общероссийского общественного движения «Сотворчество народов во имя жизни», это Сенежский форум, Назиржон Насабжонович Абдуганиев. Да. Добрый день, уважаемый Михаил Ефимович, уважаемый Александр Николаевич, Гаврил Витальевич, уважаемая Светлана Константиновна, дорогие друзья, участники первого форума соотечественников якутян. Наша огромная страна имеет несколько таких ценностей, которые нас всех объединяют. Это многонациональная Россия, это наша государственная власть, Конституция Российской Федерации, наш герб, флаг России, великий русский язык, который нас всех объединяет, бесконечная природа, который манит других зарубежных людей. И, конечно же, православие, которое вокруг себя собрал, разных религий, которые есть в нашей стране. Я сегодня хотел говорить о международном мосте дружбы, который мы создали в 2020 году. Международный проект «Евразийские мосты дружбы» стартовал в 2020 году. Он является первым проектом постсоветской истории, в котором принята попытка для того, чтобы объединить наших соотечественников, которые проживают за рубежом. Здесь хочу сказать, что очень важную роль играет Дом дружбы народов Республики Саха-Якутия. Очень хотел бы поблагодарить всех моих коллег, которые нам всегда помогают. Конечно же, когда я сказал о великой природе, у нас новейшая история есть уже построенный мост, Крымский мост. Мы этим очень гордимся. Жалко, что Арсений Сергеевич уехал на открытие чемпионата. Я хотел сказать ему, что все жители нашей многонациональной России, конечно же, жители Саха-Якутии ждут моста через реку Лена. Дорогие друзья, конечно, мы сегодня с вами будем говорить в проекте народной дипломатии, о дружбе народов. Я видел несколько человек, которые сегодня получили награды. Я абсолютно уверен, что вы тоже станете одним из наших коллег, которые будем сотрудничать. В Якутии говорят: «Ким добродох ол доллох». Когда у тебя есть друг, ты счастлив. Я хочу пожелать каждому из вас успехов. И, конечно же, мы все готовы сотрудничать с вами во имя великой России. И, конечно же, хочу закончить свое выступление словами «Махтал, таптал, айхал».
Это серьезная заявка на девиз нашего форума. Да, мы можем обсудить. Спасибо. Вот. Коллеги, слово предоставляется генеральному директору венчурной компании «Якутия» Василию Васильевичу Ефимову. Василий Васильевич, пожалуйста. Нам надо немножко посоветоваться. Осталось вот вместе с Василием Васильевичем 7 человек, которые записались на выступление. Я, пользуясь правом председательствующего, буду следить за регламентом, так что не обессудьте. Договорились? Спасибо. Пожалуйста, Василий Васильевич. Большое спасибо, Александр Николаевич, за возможность сегодня выступить. Уважаемый президиум, уважаемые участники форума, я действительно очень рад сегодня выступить, потому что для нашей компании, вообще для целой нашей инновационной экосистемы, это очень важно. Это, по сути, часть вот нашей стратегии. И позвольте, пожалуйста, включить презентацию, если технически это возможно. Если нет, я могу рассказать и без презентации. Да, спасибо большое. В общем, Фонд развития инноваций, что это такое? Это организация, которую мы учредили вместе с технопарком. Якутия с точки зрения развития инновационной экосистемы выбрала именно экосистемный подход. Это очень важно, это по сути часть нашей стратегии. И позвольте, пожалуйста, включить презентацию, если технически это возможно. Если нет, я могу рассказать и без презентации. Элемент, это вот тот человеческий капитал. В общем, Фонд развития инноваций, что это такое? Это организация, которую мы учредили вместе с технопарком. Якутия с точки зрения развития инновационной экосистемы выбрала именно экосистемные экосистемы. Это очень важно, это, по сути, часть нашей стратегии. И позвольте, пожалуйста, включить презентацию, если технически это возможно. Если нет, я могу рассказать и без презентации. Спасибо большое. В общем, Фонд развития инноваций, что это такое? Это организация, которую мы учредили вместе с технопарком. Якутия с точки зрения развития инновационной экосистемы выбрала именно экосистемные экосистемы. Это очень важно, это, по сути, часть нашей стратегии. И позвольте, пожалуйста, включить презентацию, если технически это возможно. Если нет, я могу рассказать и без презентации. Спасибо большое. В общем, Фонд развития инноваций, что это такое? Это организация, которую мы учредили вместе с технопарком. Якутия с точки зрения развития инновационной экосистемы выбрала именно экосистемные экосистемы. Это очень важно, это, по сути, часть нашей стратегии. И позвольте, пожалуйста, включить презентацию, если технически это возможно. Если нет, я могу рассказать и без презентации. Спасибо большое. В общем, Фонд развития инноваций, что это такое? Это организация, которую мы учредили вместе с технопарком. Якутия с точки зрения развития инновационной экосистемы выбрала именно экосистемные экосистемы. Это очень важно, это, по сути, часть нашей стратегии. И позвольте, пожалуйста, включить презентацию, если технически это возможно. Если нет, я могу рассказать и без презентации. Спасибо большое. В общем, Фонд развития инноваций, что это такое? Это организация, которую мы учредили вместе с технопарком. Якутия с точки зрения развития инновационной экосистемы выбрала именно экосистемные экосистемы. Это очень важно, это, по сути, часть нашей стратегии. И позвольте, пожалуйста, включить презентацию, если технически это возможно. Если нет, я могу рассказать и без презентации. Спасибо большое. В общем, Фонд развития инноваций, что это такое? Это организация, которую мы учредили вместе с технопарком. Якутия с точки зрения развития инновационной экосистемы выбрала именно экосистемные экосистемы. Это очень важно, это, по сути, часть нашей стратегии.
Василий Васильевич, молодец. Содержательное выступление и точно в регламент. Это очень хорошее качество. Спасибо. Людмила Васильевна Павлова. Ну, ее регалии представлять не надо. Вы все ее знаете. Людмила Васильевна, пожалуйста, вам слово. Якутское землячество в Москве. Пожалуйста. Дорогие участники первого форума, дорогие друзья, Микрофон поближе держите. дорогие земляки. Вот так. Да, ну, во-первых, я хотела бы передать замечательные поздравления и самые наилучшие пожелания от Департамента национальной политики и межрегионального сотрудничества. Но я его зачитывать не буду, регламент должна соблюсти. Правильно, молодец. Ну, там все представлено, когда что было образовано, и поэтому вот хотелось бы, пользуясь случаем, вот эти вот замечательные книги, историю нашего землячества, историю одного из интересных проектов и посвященную книгу столетию Республики Саха-Якутия подарить Министерству внешних связей. Ну и хочу подчеркнуть два момента. Сегодня мы все говорили о нашем замечательном национальном празднике Исых. И надо сказать, что действительно это то мероприятие, которое объединило всех соотечественников, потому что с этого мероприятия началось объединение. И вот в этом плане я хотела бы сказать, что проведение праздника, оно должно иметь какой-то смысл. И вот мы что сделали. Ну, во-первых, когда мы начинали, когда мы обратились в наше правительство, чтобы нас поддержали в финансовом плане, но нам отказали. Мы обратились в министерство по поводу выделения субсидий, ну, нам отказали. Сказали, что мы зарегистрированы в Москве. И вот поэтому пришлось искать другие пути. И поэтому этот проект мы наполнили участием наших районов в финансовом плане. Вот в этом году нам 13 раз мы обратились в министерство по поводу выделения субсидий. 13 раз нам отказали. Сказали, что мы зарегистрированы в Москве. И вот поэтому пришлось искать другие пути. И поэтому этот проект мы наполнили участием наших районов в финансовом плане. Вот в этом году и так далее. Но они сделали сотрудничество со многими предприятиями, учреждениями, организациями, учебными заведениями города Москвы и Московской области. И вот даже далеко ходить не надо за примером. В 2017 году презентовал Верхоянский улус. И вот мы задумали, что делать. Единственная есть якутская улица, называется Верхоянская, в городе Москве. И мы там организовали праздник Верхоянской улицы. До Москвы и Московской области. И в результате теперь вот мы даже далеко ходить проводим в библиотеках. В 2017 году презентовал Верхоянский улус. И вот мы задумали, что делать. Организовали какой-то единственная есть якутская улица, называется Верхоянская, в городе Москве. И мы там организовали праздник Верхоянской до Москвы и Московской области. И вот даже далеко ходить проводим в библиотеках. В 2017 году презентовал Верхоянский улус. И вот мы задумали, что делать. Единственная есть якутская улица, называется Верхоянская, в городе Москве. И мы там организовали праздник Верхоянской до Москвы и Московской области. И вот даже далеко ходить проводим в библиотеках. В 2017 году презентовал Верхоянский улус. И вот мы задумали, что делать. Единственная есть
Якутская улица называется Верхоянская в городе Москве. И мы там организовали праздник Верхоянска до Москвы и Московской области. И вот даже далеко ходить проводим на запрет. В 2017 году рассказ презентовал о Верхоянске просто. И вот мы задумали, что делать. Единственное есть, Якутская улица называется Верхоянская в городе Москве. И мы там организовали праздник Верхоянска до Москвы и Московской области. И вот даже далеко ходить проводим на запрет. В 2017 году рассказ презентовал о Верхоянске просто. И вот мы задумали, что делать. Единственное есть, Якутская улица называется Верхоянская в городе Москве. И мы там организовали праздник Верхоянска до Москвы и Московской области. И вот даже далеко ходить проводим на запрет. В 2017 году рассказ презентовал о Верхоянске просто. И вот мы задумали, что делать. Единственное есть, Якутская улица называется Верхоянская в городе Москве. И мы там организовали праздник Верхоянска до Москвы и Московской области. И вот даже далеко ходить проводим на запрет. В 2017 году рассказ презентовал о Верхоянске просто. И вот мы задумали, что делать. Есть Якутская улица называется Верхоянская в городе Москве. И мы там организовали праздник Верхоянска до Москвы и Московской области. Ходить проводим на запрет. В 2017 году рассказ презентовал о Верхоянске просто. И вот мы задумали, что делать. Есть Якутская улица называется Верхоянская в городе Москве. И мы там организовали праздник Верхоянска до Москвы и Московской области. Ходить проводим на запрет. В 2017 году рассказ презентовал о Верхоянске просто. которые раньше возглавляли наши национальные общины. Вот, например, он председателем казахов наших, а сейчас он зампредседателя Российского союза Любовь Шевченкина. Я представляла здесь, как раньше. Она возглавляет и наши национальные общины. Вот, Гафаров Рафик Камилович, он здесь возглавлял этот общину Азербайджан, а сейчас он зампредседателя Азербайджана. В общем, вот таких вот примеров много. Любовь хотела, и другая сторона, это то, что у нас хватает связи с нашими государствами. И это должно вот Гафаров Рафик Камилович, он здесь возглавлял этот общину Азербайджан, а сейчас он зампредседателя Азербайджана. В общем, вот таких вот примеров много. Любовь хотела, и другая сторона, это то, что у нас хватает связи с нашими государствами. И это должно вот Гафаров Рафик Камилович, он здесь возглавлял этот общину Азербайджан, а сейчас он зампредседателя Азербайджана. В общем, вот таких вот примеров много. Любовь хотела, и другая сторона, это то, что у нас хватает связи с нашими государствами. И это должно вот Гафаров Рафик Камилович, он здесь возглавлял этот общину Азербайджан, а сейчас он зампредседателя Азербайджана. В общем, вот таких вот примеров много. Любовь хотела, и другая сторона, это то, что у нас хватает связи с нашими государствами. И это должно вот Гафаров Рафик Камилович, он здесь возглавлял этот общину Азербайджан, а сейчас он зампредседателя Азербайджана. В общем, вот таких вот примеров много. Любовь хотела, и другая сторона, это то, что у нас хватает связи с нашими государствами. И это должно вот Полностью финансировать ИСЭХ достаточно сложно, Людмила Васильевна.
Исех вообще единственный праздник, который мы, якуты, сохранили. Мы народ вообще-то не щедрый на праздники. Жизнь такая у нас была. Единственное, что мы сохранили, пронесли через века, столетия, это Исех. Но зато в этот праздник мы вложили все. Вот Михаил Ефимович сегодня сказал, душу народа. И этот Исех для нас действительно самый главный, массовый, да и единственный праздник. У якутов даже нет слова «праздник» на якутском языке. Понимаете, какая сложность? И Исех мы сумели сохранить, и наша задача пронести его дальше. И в этом республика, власть будет принимать участие. Это однозначно. Коллеги, слово имеет представитель законодательного собрания Красноярского края, представитель есейских якутов Геннадий Николаевич Маймага. Пожалуйста. Здравствуйте, дорогие земляки. Здравствуйте. Да, волнуюсь. Извините. Уважаемый Александр Николаевич, глубоко уважаемый Михаил Ефимович, вот я помню, ближе когда мы начали в 1991 году, когда вы обратили взор на Исейских, на наш родной поселок Исей, озеро Исей, исейских якутов и всех малочисленных народов, проживающих за пределами республики Саха-Якутия. Тогда в то время у нас начали устанавливаться такие тесные связи, которые по вашему поручению тогда даже Климент Егорович Иванов прилетал к нам в Исей для проведения исполнения ваших поручений. И с тех пор мы неразрывно, Исей вот как-то в советский период выпадал из общения с республикой Саха-Якутия. И вот последние годы, когда республика в составе новой России стала развиваться такими темпами и помогать даже всем проживающим за пределами республики, даже в социально-экономическом развитии. Начало 90-х годов для всех известно были самые трудные годы даже для самой России. И в те годы наш Исей и наш народ исейский, Саха, выжили, честно говоря, первые годы рыночных перемен благодаря республике Саха-Якутия. Это не просто так, это очень важное дело. И я вот вам скажу, вот то, что за эти годы такое развитие республика прошла, которому, да, действительно на уровне, да, мирового значения. Я вот мы когда были в составе Эвенкийского автономного округа, наш поселок Исей, этническая общность Исейской Якуты, мы даже были закреплены в уставе автономного округа, как имели права на гарантии прав коренных малочисленных народов. И вот сейчас, и тогда никаких сложностей, проблем у нас не было. Ну вот, вводя в состав Красноярского края, мы как-то не можем до сих пор в эти нормативные
вопрос этот решить о гарантиях прав сельских якутов. Я вот сейчас думаю, мы за все эти годы прошли все этапы всех чиновнических ступеней. Мне кажется, сейчас, да, вот сейчас я могу, да, вот выразить чаяние, надежду наших. Вот сейчас этот форум, конечно, создан для поддержки Республики Саха-Якутия, а мы как-то обращаемся, да, со своими вопросами. Но жизнь ставит такие вопросы, которые, видимо, нужно решать. И этот форум дает такую возможность, такую площадку, чтобы, да, первые лица наших субъектов, наших республики Саха-Якутия и Красноярского края, губернатор, хотел бы я, и в этом согласны мои земляки, жители Исея, чтобы за столом переговоров решили все наши сложные вопросы, которые не могут решить чиновники рангом ниже. Ну вот это самый главный вопрос. Но также то, что мы вот смотрим, живя в Исее, как развивается ваша республика. И даже вот посланцы земли Саха, Саха-Волостара, Саха-Кыргызстара, андай дугайте, баран верхтенен олорон, эти сайдан олорот. Республика уже коммунлях волгус, как сах волгус. Ну, несмотря на реалии такие жизни, мы все равно тоже как бы не теряем духа, сохраняем свой язык, культуру, обычаи. И вот я своему приезду вот хотел бы поделиться с Республикой Саха-Якутия. Вот уроженец Исея, Ботул Николай Христофорович у нас был художник, очень талантливый человек. Конечно, он у нас в Красноярском крае немного освещен, но я думаю, если бы в Республике Саха-Якутия Министерство культуры взяла план работы, в этом 90 лет исполняется в декабре этого года нашему Николаю Христофоровичу, талантливому художнику, вот, который я хочу вручить, да, руководству республики, и надеюсь, он будет здесь достойно тоже показан, освящен. Вот у Николая Христофоровича есть такая деревня в Верхневилюйском Улусе. Мы вот были с Владимиром Васильевичем Ботулом в этой деревне сейчас, посетили великий Исхех Олонхо Верхневилюйского Улуса, проведенную в честь столетия Республики Саха-Якутия. Я вот сейчас от души поздравляю республику, народ республики с этим великим событием, великим юбилеем. Спасибо, Геннадий Николаевич. Вот. Юбилейную выставку произведений Николая Христофоровича Ботулу мы в этом году в республике проведем. Вот. И еще пригласим делегацию есейских якутов. Да. Это будет одно из первых таких мероприятий нашего форума. Вот, коллеги, а почему Маймага имеет фамилию Маймага? Вы знаете, Ботулу почему Ботулу, Эспех почему Эспех? Когда они в 17 веке начали уходить
из засиженных мест по известным причинам. У них были очень мудрые предводители. И чтобы эти люди, которые покидали на долгие века свою историческую родину, они вот название отцовских родов закрепили. И когда пришли христианские миссионеры, они свои фамилии записали по названию своих отцовских родов. И таким образом они сохранили свои истоки. И когда в начале 90-х Геннадий Николаевич Маймага приехал в Якутию, я его повез намским маймагинцам, вот там наслед Маймага, и посадил среди маймагинцев. Потом я долго его искал, потому что, совершенно похожие. И они его восприняли очень тепло. Так же было, Геннадий Николаевич. Вот так вот. И это очень мудрое было решение. Спустя, считай, почти 3,5, почти 4 века. Человек пришел и говорит: я ваш родственник, предок ваш. Вот так вот. Да. У нас предпоследнее выступление. Председатель общественной организации «Молодежный Северный форум» Савина Николаевна Алексеева. Савина Николаевна, пожалуйста. Всем добрый день. Дорогие друзья, я очень счастлива сегодня выступить на первом форуме соотечественников якутян. Я думаю, что об этом форуме мечтали, наверное, несколько поколений точно. И благодарю всех, кто был, в частности, на Эсэхе Европы, да. И благодарю за доверие, за то, что общественники смогли передать резолюцию о том, что необходимо создавать такой форум, о том, что необходимо проводить такой форум руководству Республики Саха-Якутия в 2019 году. И уже вот спустя всего 2 года мы уже стоим здесь и открываем форум. Всех поздравляю и огромное спасибо всем нашим землякам, которые смогли приехать в родную республику. И я бы хотела сейчас попросить включить слайды. Спасибо большое. На слайде вы видите слово, которое означает на самом деле на якутском языке «человечество». Кихаймах. Можно сказать, что это, наверное, принцип, по которому слово, точнее, которое отождествляет, наверное, видение наших земляков ко всему миру. То есть ко всем людям наши земляки и мы относимся как к родственникам. Поэтому это очень сильно помогает строить доверие, делать разные проекты, делать разные дела, поскольку любые дела, большие и малые, они, конечно же, делаются людьми. На этом слайде вы видите несколько проектов. Наверное, это, можно сказать, самые мои любимые проекты, над которыми мы сейчас работаем, в том числе вместе с нашими земляками из разных стран, из разных регионов Российской Федерации. Первые 2 логотипа – это акселератор Б8 и арктическая стартап-экспедиция. Над ней мы работаем в венчурной компании Якутия и с коллегами из инновационной экосистемы Якутии. Также я бы хотела выделить отдельно проект «Международные спортивные игры «Дети Азии», который в этом году, как вы знаете, будет проходить в городе Владивостоке. Этот проект также уникален и позволяет находить контакты, находить точки соприкосновения по самым разным вопросам, не только по спорту.
И также вы видите еще два логотипа внизу. Это логотип молодежного северного форума, который мы начали буквально несколько лет назад, 2 года назад, да, развивать вместе с Северным форумом. И если у вас есть знакомые, которые бы заинтересовались именно северной тематикой, мы приглашаем к сотрудничеству. Кроме этого, я бы хотела выделить, здесь сидит как раз Екатерина Голикова, с которой мы делаем проект «Якутия в мире». Это радиопередача «Наше хобби». И за несколько лет мы пытались записать наших соотечественников, людей, которые занимаются вопросами народной дипломатии. И пользуясь случаем, пользуясь тем, что вы все здесь находитесь в Якутске, мы приглашаем вас принять участие в нашей передаче, пока вы здесь, в городе Якутске. Спасибо, Савина Николаевна. Да. Вот. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. Форум еще мы не успели создать, а у нас уже есть молодежная организация. Вот. Мы его превратим в молодежную структуру нашего форума. Спасибо, девушки. Молодцы. Вот. Слово имеет председатель Ассоциации якутского делового сотрудничества, культуры и солидарности Матрёне Алексеевны Егоровой, Республика Турция. Пожалуйста. Здравствуйте, еще раз с праздником всех, дорогой президиум, дорогие друзья, гости Эссей. Вы не одни, мы тоже в Турции, далеко от Якутии. Мы вас приглашаем в Турцию, всегда ждем. Пользуясь случаем, могу сказать, Александр Николаевич, что Московский дом соотечественников и московское правительство, они, в принципе, бюджет у них не граничится. Ну вы не раскрываете тайны. Нет, не граничится только с пропиской московской, я хотела сказать. Я просто являюсь членом КСОРСа в Турции. Я это очень хорошо знаю, просто я сама еще не была в гостях, не дошла, времени нет. А так я очень хорошо знаю, что они работают со всеми странами из разных регионов Российской Федерации тоже. Вот, просто добавила. И, пользуясь случаем, я немножко расскажу, вернее, расскажут о нашей ассоциации попозже, завтра. У меня просто огромная благодарность Михаилу Ефимовичу Николаеву, нашему первому президенту, если он помнит. В 2017 году вы нас собрали и сказали: якутяне в Турции, вас, оказывается, немало, а нас было тогда в зале 10 человек, работайте. И в 2018 году мы создали нашу ассоциацию. И, в принципе, я думаю, за 4 года мы достаточно больших успехов добились для 24 членов нашей ассоциации, достаточно активные среди соотечественников Российской Федерации в Турции. И вот у нас была акция недавно на столетие республики. 27 апреля мы посадили 100 деревьев на каждого якутянина, то есть 100 человек якутян мы сами выбрали. И я хочу вручить сертификат этого дерева нашему дорогому Николаю Михаилу Ефимовичу. И мы его учредили почетным членом нашего общества, Ассоциации турецкой. Остальные сертификаты я хочу вручить министру внешней связи и народов Республики Саха-Якутия. Да, Гаврилу Витальевичу. Я думаю, уложилось меньше, чем 5 минут. Да? Спасибо, Матрёна Алексеевна. Больших вам успехов. Коллеги, слово имеет министр по внешним связям и делам народов Республики Саха-Якутия Гаврил Витальевич Кириллин. Спасибо, Александр Николаевич. Мне выпала честь донести до вас информацию последним.
Я постараюсь быть кратким, мы из регламента выбились, но я бы хотел все-таки от имени правительства Республики Саха-Якутия, от имени нашего министерства донести до вас некоторые мысли и поделиться теми планами, которыми мы на сегодняшний день располагаем. Уважаемый Михаил Ефимович, уважаемый Александр Николаевич, Светлана Константиновна, уважаемые участники пленарного заседания первого форума соотечественников якутян, дорогие земляки, от имени Министерства по внешним связям и делам народов Республики Саха-Якутия я сердечно поздравляю вас с открытием форума. Сегодня в работе форума принимает очное участие более 60 якутян, которые прибыли, несмотря на сложную обстановку в мире, из самых разных континентов, стран и регионов нашей России. Хотел бы выразить благодарность за поддержку проведения первого форума соотечественников якутян Министерству иностранных дел Российской Федерации, руководству Ассамблеи народов России, Ассамблеи народов Евразии, правительству Москвы в лице Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы. Цель проведения нашего форума – это, конечно же, объединение якутян во всем мире вокруг идеи всестороннего развития нашей республики, продвижение проектов в области экономики, культуры, истории, языков народов Якутии в Российской Федерации и за рубежом. Среди приоритетов форума, прежде всего, это консолидация якутской диаспоры, развитие общественных объединений якутян и их методическая поддержка, усиление роли молодежи в народной дипломатии, доведение достоверной информации о нашей республике, о нашей стране в странах проживания наших соотечественников. Форум соотечественников якутян призван стать высшим представительным органом, обеспечивающим взаимодействие якутян, вовлеченных в народную дипломатию с органами государственной власти и гражданским обществом нашей республики. Идея проведения форума соотечественников впервые была озвучена активистами общественной дипломатии в декабре 2019 года на торжественном мероприятии, который у нас был посвящен закрытию года консолидации в Республике Саха-Якутия. Озвученную идею поддержали глава Республики Саха-Якутия, правительство республики, федеральные и республиканские органы власти, общественность республики. В соответствии с решениями руководства Республики Саха-Якутия, функции по осуществлению взаимодействия с соотечественниками и их общественными объединениями за рубежом и в регионах России возложены на Министерство по внешним связям и делам народов Республики Саха-Якутия. Эту деятельность мы осуществляем в рамках развития международной связи нашей республики. Защита прав и интересов якутян за рубежом, их привлечение к общественной жизни республики, консолидация их компетенций для внесения вклада в социально-экономическое развитие Якутии в соответствии с концепцией внешних связей Республики Саха-Якутия является одним из ключевых направлений международной связи республики. В последние годы значительные масштабы приобретает движение народной дипломатии, охватывая все новые страны. Общественным движением народной дипломатии проведена значительная работа по консолидации соотечественников, проживающих в разных странах и регионах России, которые желают внести посильный вклад в устойчивое развитие родной республики. В настоящее время работают общественные объединения якутян в Латвии, Кыргызской республике, Канаде, США, Турции, Китае, которые ведут официальную деятельность в соответствии с законодательством этих стран. Работают региональные отделения общества дружбы Россия и Япония, Россия и Китай, Ассоциация межрегионального сотрудничества Республика Саха-Якутия, Республика Корея, Японский комитет по содействию сотрудничеству с Республикой Саха-Якутия. Поддерживается постоянная связь с рядом общественных организаций, инициированных иностранными гражданами с целью развития международной связи. Это общество Монголо-Саха сотрудничества, общество сербско-якутского сотрудничества, общество российско-корейского сотрудничества «Корус». Представители этих обществ тоже принимают активное участие в нашем форуме. За 2 последних года проведена организационная работа по консолидации деятельности в сфере народной дипломатии. Нашим министерством принят комплексный план по взаимодействию с соотечественниками на период до 2023 года. Саха-диаспора за рубежом сформировала свой совет. Создана межведомственная республиканская комиссия по делам соотечественников якутян, проживающих за пределами Республики Саха-Якутия. Силами соотечественников реализуются проекты «Единые в помыслах», летопись народной дипломатии, «Серге шагает по планете», Академия народной дипломатии. По инициативе активистов народной дипломатии выходит в эфир радиопередача «Якутия в мире». Министерство оказывает содействие в организации национального праздника ИСЭХ в местах проживания соотечественников. Эта работа, конечно же, должна продолжаться и проводиться на постоянной систематической основе, в том числе с привлечением предприятий и организаций нашей республики.
По поручению главы Республики Саха-Якутия Айсена Сергеевича Николаева проводится работа по привлечению в акционерное общество с долей участия Республики Саха-Якутия в республиканские стартапы и проекты в качестве независимых директоров, экспертов и бизнес-наставников наших соотечественников, обладающих соответствующими компетенциями. Проведение соотечественниками разноформатных мероприятий вносит большой вклад в культурное присутствие России и Якутии в мире и является важнейшим элементом мягкой силы. Необходимо оказывать разностороннюю поддержку соотечественникам, проживающим за пределами республики, в сохранении ими культурной, этнической и языковой самобытности, обеспечить их тесные связи с родной республикой в области культуры, образования и информации. Основной задачей в этой сфере является упрочение позиции Республики Саха-Якутия как неотъемлемой части русского мира. Будут создаваться общественно-консультативные органы соотечественников в виде координационных советов, ассоциаций выпускников и объединений земляков. Завтра на полях форума состоится учредительное заседание Координационного совета соотечественников якутян. Совет будет состоять из представителей диаспоры якутян за рубежом и землячеств в регионах России. Координационный совет будет органом, обеспечивающим взаимодействие объединений соотечественников якутян с государственными органами, ведомственными учреждениями республики и выступать в роли рабочего органа по подготовке и организации мероприятий наших соотечественников якутян. Основной задачей Совета станет налаживание взаимодействия со Всемирным координационным советом российских соотечественников за рубежом. Мы также должны добиваться включения членов нашего координационного совета в органы управления Всемирного координационного совета. Не случайно проведение первого форума соотечественников якутян в этот юбилейный год для нашей республики. Мы подводим итоги развития республики, ставим новые цели на грядущее столетие и дальнейшее развитие и укрепление роли Республики Саха-Якутия в России и в мире, что требует сплочения и поддержки жителей республики и якутян со всего мира. Күнді бір дөйді ақтырбыт. Саха зіреттен түріттер саха сиргер үлеләбет хамнавыт жонларбыт. Бағарем әте форум кытачылары рәксетігілер түбіктер үләні, табығыстар бағараларыныры, онна әтенге болуны. Спасибо за внимание. Слава России, да здравствует моя Якутия. Нагрудным знаком за вклад в развитие внешних связей Республики Саха-Якутия награждается Егорова Матрена Алексеевна, председатель Ассоциации якутского делового сотрудничества, культуры и солидарности «Турция». Нагрудным знаком за вклад в развитие внешних связей Республики Саха-Якутия награждается Акаемов Владимир Прокопьевич, руководитель Калининградской региональной общественной организации «Культурные связи Калининград, Якутия, Северяне». Нагрудным знаком за вклад в развитие внешних связей Республики Саха-Якутия награждается Максимов Иоганн Егорович, кандидат технических наук, ветеран общины Саха-Сибирь, город Новосибирск. Нагрудным знаком за вклад в развитие внешних связей Республики Саха-Якутия награждается Колодезникова Марьяна Арсеньевна, соорганизатор проекта ИСЭХ в Европе 2017, 18, 19 годов. Нагрудным знаком за вклад в развитие внешних связей Республики Саха-Якутия награждается Филиппов Матвей Викторович, ветеран национально-культурного объединения якутян «Чорон», Латвия. Памятным знаком «Дружба народов» награждается Егорова Джонсон Светлана Ивановна, член Саха-диаспоры, Великобритания. Памятным знаком «Дружба народов» награждается Антонова Розалия Ивановна,
член Саха-диаспоры Монголия. Памятным знаком «Дружба народов» награждается Диалло Вера Владимировна, член Совета Саха-диаспоры Сенегал. Памятным знаком «Дружба народов» награждается Егорова Туяра Юрьевна, заместитель председателя Национально-культурного объединения Якутян Чорон, Латвия. Памятным знаком «Дружба народов» награждается Борисова Александра Васильевна, президент Национально-культурного объединения Фонд развития культуры народов Сибири и Дальнего Востока «Северная радуга», член Общественного совета Постоянного представительства Республики Саха-Якутия при президенте Российской Федерации. Спасибо. Коллеги, я бы хотел от имени организаторов поблагодарить всех вас прежде всего за то, что вы приехали. Это очень большое дело вы сделали. Спасибо. Вот. Вы обеспечили уровень и формат нашего форума. Вы сделали возможным учреждение нашего форума своим приездом и своим участием. Большое вам спасибо, каждому из вас. Совершилось главное. Мы учредили форум соотечественников Республики Саха-Якутия. Детали мы будем сверстывать чуть попозже, основательно, с тем, чтобы этот форум превратился в одно из солидных общественных институтов нашей республики. Основную ношу, основную ответственность за это будет нести у нас Министерство внешних связей. И мы сюда же подключим Министерство образования нашей республики, Министерство культуры нашей республики, да и другие министерства и ведомства, также и компании, которые имеются в нашей республике и которые имеют интерес. А некоторых мы заставим иметь интерес. Да, и действительно, коллеги, нам нужна будет программная деятельность. Программная. Не от случая к случаю, не от даты к дате, или там кто-то там вспомнит, попросит и так далее, и так далее. У нас должна быть программная деятельность, подкрепленная решениями правительства, если надо, главы нашей республики и парламента нашей республики. Мы придаем этому форуму большое, существенное значение. Это наши культурные, это наши полномочные представители за пределами нашей республики и нашей страны. На вас возложена
достаточно большая ответственная миссия. Это миссия, и эту миссию выполнять мы должны стараться вам помочь. Но и вы сами не плашайте. Да. Говорят, у 7 нянек дитя без глазу. Вот если сами вы не будете стараться работать, сахаларга бар утавата оным сахтаветтер. Помните, да? Ага, нахачуй эсхону. Только меня ол утахан ингин девеппин. Но подавать сигналы о том, что вы работаете, действуете, и нужна поддержка и так далее, это нужно обязательно. Вот как делает Лариса Риасовна Кулаковская, как делает вот наш друг, товарищ Лазарев и так далее, вот эти крупные формирования, вот как делает диаспора Лонков в Кыргызстане и так далее. Давайте вместе все отныне солидарно стараться работать на благо свое, каждого из вас, а в то же время и ради имиджа, пользы нашей родной республики. Спасибо вам всем большое. Сейчас, коллеги, вот приглашаю всех вас на общее коллективное фотографирование. Прямо здесь, в этом зале. Михаил Ефимович, вы сидите. Вот все здесь вот сюда подойдут. Так, пожалуйста, командуйте.